Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Богоугодное дело. Современная инфраструктура включает в себя не только просторный молельный зал и учебные аудитории, оснащенные интерактивными досками, но и спортзал, а также столовую для учащихся. В Грозном завершается строительство медресе, названного в честь матери мецената Микаила Гуцериева. Футбол вне рабочих будней. Плотный рабочий график не помеха, чтобы сотрудники встретились на поле в дружеском противостоянии. В республике завершился чемпионат регионального отделения общества «Динамо» по мини-футболу среди министерств и ведомств в честь Дня Победы. Умелец из Чечни спустил на воду собственный катер. Отдых на озере может быть не только приятным, но и безопасным. История изобретателя из Бачиюрта в нашем выпуске. В эти дни в Минеральных водах проходит третий Кавказский инвестиционный форум. Участие в нем принимает и делегация Чеченской Республики. За работой форума следит наша съемочная группа. О том, как стартовал второй день мероприятия и какие вопросы стали ключевыми на дискуссионных площадках, расскажет наш корреспондент Рамзан Набоев. Рамзан, вам слово. Второй день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах прошел под знаком активного межрегионального и отраслевого взаимодействия. Чеченская делегация заключила ряд соглашений, направленных на развитие экономики, образования и социальной сферы. Особое внимание уделили строительству. Администрация Турчалоевского и Усмартановского районов подписали документы о возведении новых микрорайонов Ахмат. Проект в Турчалоев станет масштабным драйвером развития муниципалитета. Вложение составит 18 миллиардов рублей, а район получит 220 новых рабочих мест. В свою очередь, Грозненский район привлек более 1 миллиарда рублей инвестиций, подписав 3 соглашения. Кроме того, в Шелковском районе при поддержке компании «Агровин Султан» появится агротуристическая ферма. Значимые договоренности достигнуты в государственном и отраслевом управлении. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерство по национальной политике и делам Республики Дагестана заключили двусторонние соглашения по реализации задач государственной и национальной политики. А Министерство промышленности и торговли Чеченской Республики и Минпромэнерго Кабардино-Балкарии договорились об увеличении взаимного товарооборота. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджикадырова заключил соглашение с банками, Ассоциацией банков России, Ассоциация. Основными целями сотрудничества являются установление долгосрочных связей по вопросам подготовки специалистов, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и организаций. Тем временем региональный Минстроем сосредоточится на внедрении бережливого производства на предприятиях ЖКХ. Форум завершится завтра пленарным заседанием, которое подведет итоги работы площадки. Спасибо, Рамзан. Это был наш корреспондент с последними новостями из Минеральных вод. Продолжаем выпуск. В столице республики завершается строительство крупного исламского образовательного комплекса. На его базе откроется медресе имени Марьям Ахильговой. Объект находится на финальной стадии готовности. Совсем скоро это учебное заведение примет своих первых учеников. Что уже сделано и когда планируется открытие, расскажет Ахмед Рамазанов. Строительство медресе, названное в честь матери предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, Марьям Ахильговой, начатое в начале прошлого года, вышло на финишную прямую. Работы ведутся при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова, который обеспечивает всем необходимым. Общестроительные работы, отделочные работы, малярные работы завершены. Сейчас идут работы по укладке ковров, по доделке недоделок, там установки дверей, там окна все установлены, и в основном благоустройство сейчас идется. Куда сразу по первой же заявке тут можно сказать, с колес балбешту. На месте задействовано около 80 рабочих и более 12 единиц спецтехники. Работа ведется в круглосуточном режиме, чтобы будущие хафизы как можно скорее приступили к занятиям.
Учреждение возведено в традиционном узбекском стиле и рассчитано на 500 учащихся. Также есть спальные места на 100 человек. В медресе обеспечены оптимальные условия для фундаментального освоения Корана. Современная инфраструктура включает в себя не только просторный молельный зал и учебные аудитории, оснащенные интерактивными досками, но и спортзал, а также столовую для учащихся. В плане проектировки также позаботились и о досуге учеников. В ходе благоустройства на территории построили игровые площадки и озеленили участок, чтобы дети чувствовали себя в комфорте. По словам рабочих, открытие запланировано ко Дню Победы, но такими темпами работ учреждение будет готово гораздо раньше. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Сегодня в Грозном кипела нешуточная борьба умов самых юных исследователей республики. В региональный этап конкурса «Я исследователь» собрал 180 талантливых детей. Они доказывали, что наука может быть увлекательной уже в школьном возрасте. Лучшие работы поедут на всероссийский конкурс. Обо всем по порядку. Рабиат Гатеева. Эти юные дарования – будущие ученые, инженеры и исследователи. Сегодня они представляют на суд компетентного жюри свои первые открытия. В Институте развития образования республики состоялся региональный этап конкурса «Я исследователь», который посетил и министр образования и науки Хошбауди Дааев. Благодарю прежде всего всех наставников, учителей за то, что наши дети участвуют в этом проекте, за то, что вы их готовите к этому проекту, вдохновляете. И, конечно же, я очень надеюсь, что наши дети, в первую очередь, через наше с вами организационное такое воздействие, так скажем, будут довольны и будут в дальнейшем все больше замотивированы для новых и новых образовательных подвигов. Атмосфера праздника науки и детского творчества задала тон всему мероприятию, которое прошло в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Воспитанники Центра образования имени первого президента Ахмада Хаджикадырова встретили ребят песнями и стихами. В этом году в конкурсе принимают участие 180 школьников, представивших около 150 исследовательских проектов со всех уголков республики. Среди них и Юсуф Мацуев, внук первого президента Чеченской Республики. Мальчик увлек жюри недетским интересом к доисторической эпохе, представив проект о древних ящерах. уже фильм например, динозавр летающий, татнаш, спинаш, татнаш, сихнаш, татнаш, хвоста яду. В окружении юных дарований и их наставников руководитель ведомства погрузился в атмосферу детских открытий, лично обойдя выставочные ряды и пообщавшись с участниками. Спинозавр, скорпиус, рекс, тиранозавр, мозазавр, Дети соревновались сразу в 4 секциях – физика, математика и технологии, живая и неживая природа, а также гуманитарные науки. Каждый ребенок рассказал о своем открытии с неподдельным азартом. Солнечная система – это планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнца и все естественные космические объекты, вращающиеся вокруг Солнца. Она сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,5 миллиарда лет назад. Амина Мусаева, сидя за своей школьной партой, осознала простую, но пугающую вещь. Человек каждый день касается до миллиона микробов. В своем исследовании она предложила конкретные способы борьбы с ними. Я считаю, что моя работа полезна тем, потому что она напоминает нам о самых простых правилах. Мыть руки, не грызть ручки и иногда протирать школьные принадлежности. Тем временем в других секциях юные умы покоряли вселенные. Дети от 8 до 11 лет рассуждали о необъятном космосе, спорили о полезности некоторых ядов и с интересом изучали моллюсков. А кто-то на протяжении нескольких месяцев кропотливо следил за ростом овощей, демонстрируя серьезный научный подход. Фасолики, да? А почему именно фасоль ты выбрал, мама? Это интересно. Конкурс стал площадкой, где дети учатся мыслить, анализировать и уверенно представлять свои идеи. Разнообразие проектов сегодня просто поражает. Есть даже работы на иностранных языках. К примеру, работа Алимы Берсунукаевой на французском языке. Алима, расскажи, пожалуйста, о чем твоя работа? Это кот. Кот будет на французском «le chat». Варенье будет «la confiture». Цветок «la fleur». Оценив каждый проект, министр отметил, что наблюдать за развитием ребят все интереснее и интереснее. Ведь с каждым годом они показывают результат лучше прежнего.
Здесь действительно темы, казалось бы, очень взрослые, очень серьезные. И самая большая прелесть проекта, что дети с самых юных лет, это здесь представлены именно начальная школа, 1, 2, 3, 4 классы, как они размышляют, как они начинали, что для этого нужно, что они в дальнейшем в этом направлении планируют. Действительно, это очень интересно. Даже наши первоклассники в таком юном возрасте, казалось бы, они только-только научились читать, писать, а у них уже такое взрослое мышление самых серьезных тем. Это дорогого стоит. Я с большим удовольствием ознакомился, послушал, как дети, с каким трепетом, с каким волнением они не просто рассказывают, а полноценно защищают проект. Самое сложное, по признанию жюри, только впереди. Ведь выбрать сильнейших из сотни исследований – задача не из легких. Самое главное, то, что мы оцениваем, это осознанный подход детей, понимание того, что они делают, насколько они вникли в свой проект, в свою исследовательскую деятельность. Главное, чтобы дети заинтересовались, чтобы у них была коммуникация с другими детьми, которые здесь же выступают, чтобы они увидели и другие проекты. Таким образом, они берут пример и могут это применить в дальнейшем, уже в следующем году, на следующем этапе. Однако принять решение все же необходимо. Ведь совсем скоро, уже 27 мая, победители представят Чеченскую Республику на всероссийском конкурсе в Сочи. Рабиат Гайтиева, Адлан Хусейнов, Ахмед Хизриев. Вести Чеченская Республика. В этой школе сегодня царила атмосфера праздника и гордости за родное слово. Введено прошел конкурс «Сандаймох», приуроченный ко Дню чеченского языка. Участники через творчество показали, как важно беречь язык предков. Учащиеся соревновались в знании родной речи, читали стихи, пели песни, танцевали. Как это было в нашем следующем сюжете. Родная речь является основой национальной идентичности и культуры. В Веденской школе прошло мероприятие, главной целью которого было сохранение, развитие и популяризация чеченского языка. Конкурс «Сандаймох» — это место проверки грамотности. Подобные мероприятия с песнями и танцами помогают школьникам лучше раскрыть свой творческий потенциал, а соревновательный принцип настраивать на лучшем исполнении. Даймох с чеченского языка переводится как «Мое Отечество». И школьники на сцене продемонстрировали свою любовь к родной земле через песни, танцы и стихи на чеченском языке. Посмотреть на конкурс собрались не только преподавательский состав и родители участников, но и представители руководства муниципалитета. Алгari şolgu kolgu yolgu metkiyakin şan soğu tışdaş. Akıtan lerin barkali kiyik tışdaş. Qom politiki har zayni zorni khani noqchi правительство заместитель волчу Дуда Ахмад Викалдин хадахкайте надо. Мероприятие посвящено ко Дню чеченского языка. Помимо конкурсной составляющей, через подобные выступления ребята развивают свое мышление на родном языке. Марха Салтамигова честно заработала свои 35 баллов за сочинение на тему «Сандаймох» и завоевала первое место. Победа в таком конкурсе вызывает у девушки гордость. Всем призерам вручили памятные подарки, но главное, у ребят остались приятные воспоминания о своих выступлениях, которые сохранятся надолго в их памяти. Ибрагим Бултукаев, Амир Абдулхаджиев, Магомед Ахматов, Вести Чеченская Республика. В преддверии праздника 81-й годовщины Победы в Грозном прошел традиционный турнир по мини-футболу среди силовых структур региона. Соревнование организовало общество «Динамо». 10 захватывающих матчей, честное судейство и настоящий спортивный азарт. Как прошли финальные игры и кому достался почетный кубок, узнаем у Турпалали Тайсумова. Чемпионат Чеченского регионального отделения общества «Динамо» по мини-футболу посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он проводится в рамках ежегодной комплексной спартакиады среди коллективов, министерств, ведомств, органов безопасности и правопорядка субъекта. Проходит второй день соревнований, уже из подгрупп выбываются команды. Данное соревнование проводится в целях повышения физической формы, спортивной подготовки сотрудников правоохранительных органов, улучшения
взаимодействие между ведомствами. Соревнования служат подспорьем для дальнейшего участия в своих ведомственных соревнованиях команд силовых структур Чеченской Республики. Всего состоялось 10 игр. Матчи проходили по 2 тайма, каждый продолжительностью в 15 минут. Судили матч арбитры высокой квалификации, чтобы исключить нечестные моменты. Атаки были частыми и, конечно, заканчивались красивым взятием ворот. Команды силовых структур были разделены на 2 группы. Игры проходили по принципу «каждый с каждым». Плотный рабочий график не помеха, чтобы сотрудники встретились на поле в дружеском противостоянии. Игры позволяют получить позитивный заряд и оздоровить тело. По словам игроков, такие турниры – это прекрасная возможность хорошо отвлечься от рабочей рутины, провести время с пользой и весельем. По итогам финальных игр 3-е место заняли игроки УФСИН России по субъекту, серебро досталось коллективу Федеральной налоговой службы, а золотые медали и почетный кубок чемпионата завоевала команда Министерства внутренних дел по региону. В нескольких номинациях также были отмечены лучшие игроки: Турпа Лолита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Планы на Байкал и новая лодка, построенная за месяц. Житель села Бачий-Юрт Мухаммад Цакаев умелец золотыми руками. Он мастерит с 12 лет. Собрал катер, мини-внедорожник и дом на колесах. История народного изобретателя, который доказывает, нет ничего невозможного. В сюжете Медины Мударовой. Мухаммад Цакаев, житель Бачий-Юрта, буквально за месяц построил полноценную лодку. А все началось с макета водного судна, который мужчина заготовил еще 12 лет назад. Тогда ему мало верилось, что мечты станут явью. Сложности какие-то возникают? Сложности эчки ду, он света деш полторашку, эчки том эчки ду, весь окно, дик, лиду хол. Кида уж закаш, уж лиду шуп, да, мула. Шуарта, вой ночь не ещин. Ще пруч больше заказал, что заказы, чем вы собрать его, пусть сам масуки. А заказы уже были? Харата заказю, когда заказ шерёшу. Процесс от первого чертежа до спуска на воду занял рекордно короткие сроки, но на качестве это не отразилось. Судно получилось даже лучше, чем ожидалось. Лодка просторная, в ней легко поместится семья до 4 человек. Она очень проста в управлении, поэтому отдых на озере может быть не только приятным, но и безопасным. Это не единственная разработка, которую придумал и реализовал Мухаммад. Мужчина мастерит с 12 лет. Он самостоятельно собрал катер, ветряную электростанцию, мини-внедорожник с высокой проходимостью, и не только в его арсенале есть еще один масштабный проект – дом на колесах. Его вес всего 150 килограмм. Автодом можно приспособить практически к любой марке автомобиля, будь то легковушка или же Нива. Он укомплектован всем необходимым для длительных поездок. Любой седан, спальни, душ, кондиционер, холодильник, стиралка, пылесос, фен, газовый, печь, массу мельезок, солнечные батареи. То ключу, и не важно, если проект часть, не важно, кроссовер, что до ФСУ, Болчана, Дабиша, Садаа, массурации, зарядки, илла, дом на колесах, до вездехода, ветрогенераторы, и судно на воздушной подушке из Аири, раз через Роксами до Китаха, поехал и так дехи, терпчуах, мелла, меткмаетигах, так это дикий еще тигах, я гею, бейчешки, ишку рюбякинчан, одикеллери, туризм. Останавливаться на достигнутом умелец из Бачий-Юрта не собирается. Его пример показывает, что при наличии таланта и трудолюбия можно воплотить в жизнь самую смелую мечту. Теперь в планах у мужчины не только новые изобретения, а поездка на Байкал на своем автодоме. Медина Мударова, Седемин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика.
На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.